Дамы дорогие, всем здравствуйте, всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему, что его в вас притягивает, приманивает и что его отталкивает. Перед вами, как обычно, три варианта. Посмотрим такие вещи, как обычно интеллект, ваша эмоциональность, чувственность, да, что его притягивает и отталкивает, и ваши физические данные. Посмотрим три этих пункта в двух направлениях, в плюсе и в минусе. Как обычно, выбирайте свой вариант, цифру 1, 2, 3 перед вами. Подумайте о своем мужчине, сосредоточьтесь, прислушайтесь к своей интуиции. Она вам подскажет, она вам поможет, она вас направит к правильному для вас варианту. Отключаем тут внутренний диалог, какие-то другие ненужные мысли, а только лишь думаем о своем партнере и спрашиваем у мироздания, у Вселенной, у сил, какой вам выбрать сегодня вариант. И выбирайте. А я перехожу к первому. Ну что, первый вариант, смотрим вас и чем вы его привлекаете. Я бы сказала, что вы привлекаете его тем, что вы человек открытый, человек, который умеет принимать и оценивать новизну, который идет в ногу со временем. Человек очень такой вот социально активный, социально адаптивный, человек такой стойкий, мудрый, легкий, в то же время такой вот приземленный, где-то даже вот инфантильный, открытый и человек легкий на подъем. Человек, который может своим задором, своим какой-то вот этой вот самой легкостью, знаете, вот поддержать. Незримо даже, неосознанно, но вы можете поддержать, вы можете натолкнуть на какие-то мысли, вы можете какую-то туманность, вот эту тучность, тяжеловесность, например, в настроении, там сегодня как-то человек стал не с той ноги, вы вот этой своей легкостью можете элементарно просто развеять весь вот этот легкий негатив, просто плохое настроение у человека. Также вы человек такой достаточно стойкий, мудрый, рассудительный, спокойный с одной стороны, а с другой стороны, как я уже сказала, достаточно такой легкий на подъем. Но вот все вот эти ваши разные грани личности, конечно же, они проявляются в разных ситуациях. С одной стороны, вы можете быть как какой-то подросток легкий, с другой стороны, вы можете быть очень мудрым, очень сильным, очень таким размеренным человеком уже с опытом, с ресурсом, который может подсказать, который может натолкнуть, который может подстраховать. Но смотрите, здесь вот такая тонкая грань у него, и отталкиваете вы его тем же самым, тем, что вы настолько уверены в себе и настолько вы самодостаточны и где-то даже неподступны, что вы его как-то пугаете, отталкиваете. Какие-то, может быть, знаете, ваши излишние разговоры, переговоры, какие-то пустые созвоны, какие-то пустые смски, вот этот вот излишняя вот эта инфантильность, легкость, она может еще его и напрягать. Иногда можете перегнуть палку именно в вашей заинтересованности в мужчине, проявляющейся в том, что вы, грубо говоря, излишне активно, где-то даже навязываете общение. Именно вот это легкое и бесцелевое. Знаете, когда там часто присылаете какие-то картинки или часто рассказываете какие-то ему абсолютно ненужные истории из жизни там ваших родственников из там 10-го колена. Но вот какие-то такие вещи, которые его могут напрягать. И также его отталкивает от вас тот факт, что вы
иногда у него складывается впечатление, что он просто до вас не дотягивает, до вашего ума, до вашего характера, до вашей силы воли, до вашей какой-то такой спокойной уверенности. Вот это может его напрягать и отталкивать. Но и в то же время его это и привлекает. То есть вот тут вот такая очень тонкая грань есть. Она и притягивает, она и отталкивает. А еще знаете, что может его притягивать? Сейчас скажу. Некий такой очень размеренный и мужской подход. Где-то даже вот прагматизм вот мужской. То есть на интеллектуальном уровне, на уровне вашего мышления вы ему очень и очень близки. Хотя, казалось бы, вы все-таки девушка-женщина, а он мужчина. Но и в то же время, опять же, это его пугает и отталкивает. Также его привлекает ваша недоступность. И в то же время, знаете, вот игривость. Вы вроде как и даете ему понять, что настроены на отношения, настроены на общение, только вроде как открываете, приоткрываете завесу вашей личности, вашей тайны, и в то же время бах, и все, и снова закрыто. И он не понимает, что произошло, но вот тут у него загорается вот это азарт, вот эта игривость у него, вот инстинкт охотника тоже вот тут проигрывается, и сразу вы ему становитесь интересны, сразу у него так загорается глаз, и он говорит: так, что будет дальше? И песня начинается сначала. Опять приоткрывается завеса, опять вы ему какие-то, знаете, проходы, какие-то ходы, какие-то лазейки к своему сердцу показываете, рассказываете, и опять бац, и все, картинка поменялась. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Вот. Если он немного подтормаживает, грубо говоря, да, там немного не успевает за вашей динамикой, все, картинка меняется, вы меняетесь, вы ему можете показаться бац и с другой стороны. И вот опять мужчина не понимает, опять у него это завеса тайны, которую ему хочется разгадать, до которой ему хочется дотянуться. Инстинкт охотника тут опять же проигрывается в полную силу. Что его отталкивает? Дальше смотрите. Ну, во-первых, вот его, конечно же, раздражает и злит то, что вы вроде как ему кажется, что вот-вот вы в его руках, он вас поймал, ловушка захлопнулась, а вы бац, юрк, и убежали. Опять хвостиком махнули, и опять он недоволен, опять он не удовлетворен. Вот это его раздражает, конечно же, и злит. То, что вы, вот эта ваша динамика, легкость, где-то даже инфантильность, можете это хвостиком махнуть и убежать, даже не объясняя ему причин, ничем не аргументируя свое такое поведение. Вот просто вы так хотите, вот потому что вы женщина, потому что вы девушка, потому что вы капризная, легкая, и иногда ваше поведение, ваше настроение тоже может меняться как погода. И, конечно, его еще и отталкивает ваша уверенность и самоуверенность, как уже я и говорила. Он отталкивает и тот факт, что он не может никак вас раскусить, разгадать, не может вот этот подобрать к вам ключик. Вы также, смотрите, острый язычок ваш его тоже может отталкивать, как бы отталкивает в том смысле, что иногда он не может дать вам достойный отпор. И вот эта его невозможность как-то вам ответить, да, отталкивает его и немного, я бы сказала, даже чуть-чуть его как-то достоинство затрагивает, его немного как принижает. И это его, конечно же, тоже обижает и от вас отталкивает на эмоциональном уровне. Вроде как только вы ему начинаете доверять, что-то говорить, и тут трац, бац, все.
Опять вы убегаете, опять он остался не у дел. Конечно, его это злит, конечно, его это раздражает, и прям кровь его закипает внутри. Он опять сидит и думает, что делать, куда бежать, как вас поймать. И физический уровень, что его привлекает? Ну, конечно, ваша легкость, красота, ваша активность, ваша стройность, то, что вы можете быть такой вот, ваша статность, я имею в виду вот это именно внешность, ваша фигура, ваши какие-то внешние данные, конечно, его привлекают. И также, смотрите, опять же, тут мужчина прям... Ваша внешность его прям притягивает, его прям приманивает, прям как вы играете на его вот этих вот струнах своей, конечно же, внешностью. Вы можете прям хвостиком махнуть, и он будет ваш на самом-таки деле. Но вы предпочитаете, конечно, тут играть. Конечно, тут предпочитаете его дразнить. Я бы так сказала, с его вот этим вот желанием, диким желанием, прям таким огненным, вы предпочитаете играть, и, конечно же, его это еще больше заводит, и поэтому его это и привлекает, поэтому его это и притягивает. Вот это ваша игривость, где-то даже детская такая игривость, где вы иногда можете даже палку-то и перегнуть. Но опять же, это уже с одной стороны его злит, с другой стороны и привлекает. А вот на физическом уровне, что его отталкивает от вас, иногда вот эта ваша инфантильность и легкость прям его раздражает, я бы так сказала. Он хотел бы более такую, более зрелую, что ли, даму видеть рядом, такую более спокойную, более такую размеренную. А вот вы, знаете, по картам мне напоминаете такого подростка где-то уровня института, да, когда вот жизнь кажется легкой, жизнь кажется такой прекрасной, перспективной. И самая большая проблема — это несдача зачета. Вот почему-то по картам вы меня вот такого человека вы мне напоминаете. И это самое то, что его и отталкивает именно на физическом уровне. Он хотел бы более такую зрелую рядом с собой даму увидеть, более спокойную, более такую даму, с которой можно договориться, которая будет соблюдать договоренности. А вы эти договоренности не соблюдаете с ним. Опять же, ваша игра, она его привлекает, и в то же время хочет он другого, видеть человека рядом с собой. Хотел бы, это его раздражает, но опять же, это именно то, что отталкивает. Но пункт, параграф с привлечением того, что его привлекает, тут сильнее, потому что хоть это его вот эти вещи тоже его отталкивают, все вот эти какие-то позитивные, очень такие няшные, но это его кровь бередит, это поднимает у него давление, я бы так сказала, это вот прям его как-то все его ресурсы активизирует. Вот это ваша игра, вот это ваша загадка, то, что вы его к себе не подпускаете и даете понять, с одной стороны, что вы умны, а с другой стороны, что вы настолько легкая и такая воздушная, и быстро меняется вот эта картинка, быстро меняется погода, его это... Вот смена масок ваших его привлекает. Вот такой у нас вышел вариант для единичек, дорогие мои. Я желаю вам всего самого наилучшего и, конечно, здоровья, любви, благополучия, терпения, гармонии. Берегите, любите, балуйте и цените себя. С вами была Астарта Сантия. Надеюсь, этот расклад вам понравится. И, пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Благодарю всех, что смотрели. Перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. И что его притягивает, и привлекает, и что его отталкивает от
вас. А привлекает его, конечно, ваш ум, интеллект, ваша хитрость, ваша какая-то прагматизм некий, но и в то же время открытость такая, легкость, доверчивость ваша, может быть, знаете, если вы человек верующий, то и вот ваша именно какая-то вера, не знаю, в Бога, вера в какие-то высшие силы, вера вообще в людей. Вот это все его к вам притягивает. Интеллект, конечно, тут в первую очередь. И, конечно, вы... Что его отталкивает? Давайте проговорим и вернемся еще к тому, что притягивает. Отталкивает, тут тоже такие двоякие будут трактовки. Сначала первое. Если вы, например, на расстоянии, или вы куда-то уехали, или он куда-то уехал, то, конечно, это его отталкивает. То есть отношения на расстоянии его не устраивают. Это первое. Второе. Его не устраивает и отталкивает, когда девушка, женщина с ним такая мягкая, когда она такая вот где-то даже благородная, когда она такая какая-то тургеневская барышня, его, конечно, отталкивает. Когда она такая правильная, когда она обращается с мужчинами вот уважительно, когда она все к ногам мужчины. А вот притягивает его острый язычок, стервозность такая, вот где-то даже хитрость. Вот тут вот простота отталкивает, а притягивает стервозность, колкость. Понимаете? Ему не интересно с такими женщинами, дамами. Ему интересно вот именно лиса, с которой можно посмеяться, с которой можно пошутить, с которой можно похитрить, над которой можно подшутить, прикольнуться, там, я не знаю, уколоть, и она не обидится, и она ответит, она не смолчит, она не стерпит, она даст ответный удар. А вот здесь в отталкивающей позиции, тут дама может стерпеть, и тут дама может принять какое-то поведение некорректное от мужчины. Вот это его, конечно, отталкивает. Далее, эмоциональный уровень. Что его к вам притягивает? Именно духовность ваша, эмоциональность. Вы знаете, некая такая стабильность, открытость, когда вот дама уже как прочитанная книга, когда уже есть какой-то опыт в отношениях, когда есть у нее такой внутренний ресурс, когда она уверена в себе, когда она умеет себя подать, когда она может, когда она в принципе стабильна внутренне, эмоционально, когда у нее на душе такой покой и гармония. Вот это мужчину привлекает. Дама такая размеренная, уверенная в себе, она себя преподносит также, так вот спокойно, рассудительно, знает вообще жизнь, то есть, грубо говоря, она уже прожила жизнь. То есть те дамы, которые обожглись об жизни, вот его привлекают. Когда ему не нужно чему-то учить девушку, когда ему не нужно как-то где-то указывать, где белое, где черное. Вот именно такие уже прожитые жизнь женщины. Я не говорю, что там старухи. Нет, я имею в виду, когда есть ресурс, когда есть опыт. Его это привлекает. Что отталкивает? В первую очередь, конечно, выпала карта бланка мужчины. И здесь двояко. Либо вы, когда вы, дамы, проявляете какие-то мужские, излишние мужские качества, конечно, его это отталкивает, он видит у вас конкурента. И если в вашем окружении на самом-таки деле есть супруг, либо партнер такой, с которым вас связывает отношения довольно уже длительное время, это, конечно, его отталкивает. И, скорее всего, так и есть, судя по картам. Ну, не у всех может проиграться, но у многих
что это может расклад нам намекать о треугольнике. Ну, давайте опустим. Треугольник, конечно, обговорили, да, и успокоили, что это его не устраивает, это его отталкивает. И, конечно же, конкуренция. Конкурента он рядом не потерпит в ваших отношениях. Никогда. Ему нужно, чтобы женщина принадлежала только лишь ему. Вот это только его женщина. Вот если есть кто-то на горизонте, нет, такого мужчина не потерпит, конечно же. Измен мужчина не потерпит, любых там эмоциональных, физических, любых измен мужчина не потерпит. И, например, если вы также излишне намекаете ему на отношения уже такие заякорившиеся, заякоренные, официальные, вот такие разговоры, такие вещи мужчины сейчас на данный момент тоже отталкивают. Скорее всего, тут просто нет готовности к таким переменам в его жизни. Почему? Потому что первая карта у нас развилка. Мужчина сейчас стоит перед неким выбором, и он его еще не сделал, и он не понимает, куда вообще его тот или иной выбор приведет. В таком непонятном, подвешенном пока состоянии. И это его тоже отталкивает, если вы ему намекаете на что-то более серьезное, чем есть сейчас на самом деле. Дальше. Что его привлекает? Смотрите. Ваша внешность, конечно же, его манит. Его привлекает то, что он уже вас, скорее всего, знает. Ваша активность, ваша непредсказуемость, ваша динамика, ваша социальная адаптивность, то, что вы можете, знаете, вы готовы всегда рискнуть. Вы готовы всегда к какой-то авантюре. И в то же время вы человек очень грамотный, начитанный, продуманный. Это его тоже привлекает. Ваша внешность, безусловно, его манит. Но не так сильно, как, например, эмоциональность и интеллект. Внешность для него не на первом месте, но смотрите, тут ваша сексуальность, сексуальная активность и открытость к новым каким-то опытом его тоже привлекает. То есть, смотрите, да, тут зрелость. То есть вы, вот приведу пример, что, например, когда девушка молода и неопытна, она всегда, она конфузится, она стесняется, она как-то вот томно может смотреть, ну вот оно. И как-то вот. А вот девушка уже дама, у которой есть опыт, которая не боится идти на какие-то эксперименты, не боится делать какие-то довольно-таки экстравагантные даже где-то вещи. Вот это его вас привлекает и очень-очень сильно. Ну и, конечно, опытность ваша. Как я уже и сказала, она прям его манит. Что отталкивает? Опять же, вот эти ненужные разговоры, переговоры. И вот все-таки какие-то нормальные человеческие отношения в том плане, что когда отношения стабильные, серьезные, это где-то брак, это где-то даже партнерство, вот это его отталкивает. Вот его устраивает такая девушка легкая, девушка стервозная, девушка такая колкая на язычок, девушка активная, девушка способная и любящая эксперименты, готовая к экспериментам, готова рисковать, готова именно вот каким-то отношением ярким, страстным, с какой-то вот изюминкой. А вот такие тургеневские барышни нет, ему не нужны, они его отталкивают. И отношения такие вот скучные, банальные, такие бытовые, его отталкивают. Он от этого вот постоянно огораживается, он от этого как может, так и убегает, и вот прям выстраивает стену от таких отношений. Это был вариант для всех, кто выбрал цифру 2. Я вам желаю, дорогие мои, здоровья, счастья, любви, благополучия, гармонии, терпения,
Берегите, любите, балуйте, цените. Заботьтесь о себе и о своих близких. С вами была Астарта Сантия. Надеюсь, что расклад вам понравился. Всех благодарю, что смотрели, что обратили внимание, что потратили время. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а я перехожу к троечкам. Ну что, троечки, смотрим вас. И что его притягивает, и что его отталкивает. Ощущение складывается от расклада, дорогие мои троечки, что вы дамы, которые занимаются эзотерикой, магией, либо гадают. Это первое, что хотела сказать. Второе, что его притягивает. Опять же, мужчина влюблен. Мужчина влюблен и желает, хочет, стремится, планирует, надеется отношения с вами перевести в некое более такое серьезное русло, если, например, вы только встречаетесь. Если отношения уже давнишние, то его просто притягивает к вам тот факт, что ваши с ним отношения, они уже такие зрелые, они уже... О ваших с ним отношениях можно сказать, что вы партнеры, в отношениях которых в этом партнерстве есть уже взаимопонимание, в этом партнерстве есть понимание друг друга как личности. Вы оба знаете, что друг от друга ждать, в какой момент, что вы скажете, как посмотрите. В общем, уже вот по взгляду, по какому-то мановению руки вы друг друга уже понимаете, можете считывать. Также он привлекает вас, Господи, я заговариваюсь, простите меня, пожалуйста. Его в вас привлекает ваша красота, ваша яркость, ваше благородство, ваша динамика, ваша активность, ваше умение принимать перемены, ваше умение подстраиваться под перемены, ваша любовь к переменам в принципе его, конечно, притягивает. Вы сами любите перемены, может быть, это смена имиджа частая, может быть, это смена стиля, там, поведения, может быть, это смена каких-то в доме, в обстановке, какая-то постоянная новизна. Вот это его вас притягивает, что нет вот этой вот рутины, нет быта, вот этого скучного ежедневного дня сурка. Вот это его у вас привлекает. Что его отталкивает? Ссоры, конфликты, возня, ругня, когда от женщины исходит вот эта вот энергия, когда она такая вот томная, когда она вот такая вот загадочная, когда она такая вот прям, ах, это отталкивает. Вот такие вот дамы, которые чуть что вздыхают, чуть что охают, ахают, вот это раздражает. И, конечно, когда дамы наводят тень на плетень, когда они строят из себя дам загадок, которых нужно разгадывать, которых нужно понимать, которых нужно завоевывать, вот это его отталкивает. Ему нравится уже четкое понимание. И когда нет вот этой вот напускной томности от дамы, вот это его, конечно, тоже отталкивает и раздражает. Мужчине нравится у вас открытость. Мужчине нравится ваш интеллект, страсть, прагматизм. Мужчине нравится у вас вот какой-то подход к жизни, к делу, схожий с ним. И также мужчине нравится то, что рядом с вами он может чувствовать себя мужчиной в полном смысле этого слова. Вот вы даете ему вот это ощущение, что он настоящий мужчина, что он добытчик, что он защитник, что он ваша опора, что он ваша надежда, что вы ему доверяете свою жизнь. Вот это, конечно, его вас еще и притягивает. Мужчина считает вас, конечно, уже близким человеком, своим партнером. Он вам доверяет, он видит в вас соратника, который подстрахует, который всегда поможет, который приголубит, который где-то может
проявить активность, динамизм и страсть, а где-то может проявить такую слабость, хитрость, гибкость, вот такую тягучесть, плавность. Вот это он ценит, и это ему нравится, это его вас притягивает. Отталкивает, конечно, знаете, такая нервозность, нервотрепка, когда то ушел, то пришел, когда то появился, то исчез, когда постоянно накал, когда какие-то капризные, когда какие-то истерики, когда дама постоянно я хочу, что-то требует, создает вот эту вот туманность, тучность в отношениях, когда вот все тяжело, когда дама требует постоянного какого-то 24/7 к себе внимания, когда она постоянно дергает, когда она нудит, ноет, вот это его отталкивает однозначно. Капризность, граничащая с какими-то такими, знаете, истерическими нотками, не зрелыми, не серьезными, какими-то вот все вот такие, все такие вещи мужчина отталкивает. Тут у нас такие карты прям выпали, говорящие, такие яркие. Ваша внешность однозначно его манит. Ваша стройность, ваша красота, ваша статность, ваша вот это вот ваш флёр, ваше сияние, ваше обаяние, ваша порода. Вот это все его притягивает. Ему нравится, что рядом с ним красивая, умная, такая вот породистая женщина, которая на зависть всем. Женщина, которая еще и размеренная, еще и страстная, еще такая с перчинкой, но эта перчинка, она не бросается в глаза, она где-то внутри, но только для него. Вот это его прям очень сильно притягивает. И некая ваша недоступность, некая ваша такая, с одной стороны, да, открытость, а с другой стороны, просто так вы не сдадитесь, не дадитесь. Вам нужно все равно, вас нужно все равно завоевывать. Но это, ну, это в таких вот рамках приличия. Тут не надо вот ежедневно, ежечасно показывать вам каждую секунду свою расположенность. То есть вы один раз или там с какой-то периодичностью мужчина показывает свою к вам привязанность, любовь, да, желание. И этого вам вполне достаточно. Вот вам не нужно постоянно напоминать, что он влюблен, что он хочет быть с вами. Вот это его притягивает, это его манит. То есть ваша уверенность в себе, уверенность в мужчине, уверенность в отношениях его, конечно, к вам примагничивает. Что отталкивает? Вы знаете, вот как я уже сказала, да, если вы, например, практик-эзотерик, вот это его отталкивает. Все вот эти ваши занятия именно магией, энергетические какие-то практики, мантика любая, на картах, на рунах, на, господи, этих палочках, забыла, как называется, кельтских. В общем, вот эти такие вещи ему не подвластные, ему непонятные, загадочные, его отталкивают. Ну, прям ему это не нравится. Да. И вот знаете, что еще? Если, например, вы не гадаете сами, не устраиваете какие-то магические ритуалы сами, энергетические практики, то ваша любовь, ваша некая даже зависимость от таких людей, она может его раздражать и может отталкивать. То, что вы часто обращаетесь, например, за помощью к таким людям, то есть не принимать какие-либо решения без участия третьих лиц, его может отталкивать и раздражать. Вот такой у нас вышел расклад для всех тех, кто выбрал цифру 3. Дорогие мои, я вам желаю самое главное здоровья
и счастья, и любви. И, конечно, берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе, о своих близких. Пусть ваша жизнь будет полна прекрасных, чудесных и счастливых моментов. С вами была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что расклад вы оцените, он вам понравится. И, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все новиночки, как я уже и говорила, в инфоблоке и плейлисты все в вашем распоряжении. И подсказочки, заставочки, тоже обращайте на них внимание. До встречи!